О льготах для многодетных семей, об образовании и вопросах демографии поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Екатерина Юрина, секретарь бюро регионального отделения Социалистической партии «Справедливая Россия». Екатерина Викторовна, здравствуйте. Добрый. Итак, мы с вами сегодня обсуждаем актуальную тему, но я предлагаю начать с того, что уже началась подготовка к избирательной кампании. В Москве прошли штабные учения, в которых вы приняли участие. Я с удовольствием вам расскажу о штабных учениях, но хотелось бы поздравить всю женскую половину с праздником, Международным женским днем, с началом весны. И, безусловно, нам всем дает это позитивные какие-то улыбки, заряд бодрости, крепкого здоровья, счастья, улыбок, и чтобы наша женская половина всегда радовала, могла и улыбалась. Мы в преддверии 8 марта выпустили мартовский выпуск газеты, который посвящен именно женщинам. И здесь мы говорим о тех женщинах, которые и помогают, и которым помогли. На самом деле очень много историй, их даже невозможно поместить в один выпуск, потому что, наверное, сейчас на женских плечах держится очень-очень много. И причем не только в плане семьи, но и во многих других планах, и, конечно же, с точки зрения помощи СВО. Если мы говорим про те учения, которые прошли в эти выходные в Москве, то это можно считать официальным стартом избирательной кампании 2026. По большому счету, в этом году самая основная избирательная кампания, которая нам предстоит, это выборы депутатов Государственной Думы. И, конечно же, во многих регионах будут проходить и другие выборы, так же, как и у нас будет избираться город Уфа однозначно. Что было? О чем говорили? Что важно учитывать? Мы все прекрасно понимаем, либо, во всяком случае, должны понимать, что не будет уже так, как было в прошлом году, в позапрошлом году. То есть жизнь очень стремительно меняется, меняются тенденции, меняются ценности. То, что было важно в том году, не так важно в этом году, но в этом году появляются уже какие-то другие приоритеты. И, соответственно, безусловно, нам было очень важно понять и социологические исследования, и понять, что сейчас интересует народ, что важно, какие проблематики стоят. Посмотрите, каждый день наша жизнь становится другой, да, то есть даже события мирового масштаба, мы не понимаем, что будет завтра, и каждый день что-то меняется. И эта нестабильность, она дает и внутри страны тоже волнение и определенную нестабильность. То есть люди переживают за свой завтрашний день, люди переживают за свое финансовое положение и за многие-многие другие вещи, по большому счету. То есть вот это очень важно учитывать к избирательной кампании 2026 года. Почему? Потому что те депутаты, которые придут в этом созыве, они должны быть готовы работать по-новому. И это очень важно. То есть этот созыв, он должен быть кардинально другим. Вот вы говорите, что эти депутаты должны вот как-то по-новому. Что значит по-новому? Это должно быть оперативнее и так далее. Потому что когда вот началась СВО, получается, нужно было с колес прорабатывать какие-то льготы, меры поддержки. Вот какие вызовы, как вы думаете, вот, может быть, прогнозируете, столкнуться? А здесь, смотрите, на самом деле очень сложно прогнозировать. Почему? Потому что все прогнозы, они сталкиваются с теми реальностями, которые происходят, и которые даже очень сложно прогнозировать. Но однозначно, что можно сказать? То есть любой законопроект, который принимается, это должно делаться оперативно. Вы посмотрите, пожалуйста, у нас на самом деле у нашей партии огромное количество предложений и законодательных инициатив, в том числе касаемых семьи, демографии, то есть то, что является темой нашего сегодняшнего обсуждения. Но иногда от момента, когда мы эту законодательную инициативу вносим, до ее принятия и реализации проходит 5-6 лет. Но это уже становится не своевременно. То есть, понимаете, это мы как будто бы догоняем уходящий поезд, в него вскакиваем и пытаемся этим что-то решить и сказать, что мы молодцы. Нет, мы молодцы, когда мы наперед посмотрели и предугадали то, что будет завтра. Например, вот мы можем на местном уровне привести определенные примеры. Когда мы застраиваем микрорайоны, мы должны четко понимать, что завтра у нас туда вселится большое количество семей с детьми. Что им должно хватать? Школы детских садов. Нагаева. Школа. В тот момент, когда она строилась, она была с запасом. Но на сегодняшний день она через полгода стала переполненной. Сейчас категорически не хватает места в школе.
огромный микрорайон, большое количество семей. Причем там на самом деле очень большое количество именно многодетных семей. Почему? Потому что люди, у кого большое количество детей, они выбирают, все-таки им проще переехать жить в дом, нежели уместиться в квартире. Почему? Это и экономически проще им решить, и жить на земле может быть немножечко даже проще и с других точек зрения. Теперь, что мы получаем дальше? У нас на сегодняшний день есть льгота бесплатного проезда, но она не распространяется на детей, которые ездят из Нагаева в город даже учиться. Почему? Потому что, согласно ответам, это является уже загородным транспортом. А хотя, казалось бы, это Октябрьский район, город Уфы. То есть меры есть, но на местах они, получается, что не всегда работают, причем именно там, где они нужны. И, соответственно, очень важно, когда мы принимаем те или иные инициативы, его не просто принять, но именно проработать, посмотреть, где это будет важно, и дальше потом вести мониторинг. То есть это тоже, безусловно, очень важно. У нас в этом году, вот буквально на днях состоялось заседание Курултая, и в Башкирии год объявлен большой и дружной семьей. Мне было очень интересно те доклады, которые прозвучали на этом заседании. Я вчера ради интереса, просто как социологический маленький опрос в рамках того, что мне доступно, раскидала их по женским чатам, по чатам мамочек. И посмотрела отклики от мам в реалии. И что я вам могу сказать? Просто вот исходя из того, что я увидела из написанного мамами, из обратной связи. Большинство мам не знают обо всех тех мерах поддержки, которые существуют. То есть что получается? У нас мера поддержки есть, она введена. Но почему-то люди и население не все знают, и не все могут, соответственно, ей воспользоваться. Нужно рассмотреть вопросы и механизмы доведения этих мер более доходчиво, понятно. Может быть, какие-то инструменты предусмотреть, чтобы люди именно пользовались тем, что им положено. Это тоже будет повышать популярность и семьи, и детства, и материнства. Если мы говорим с вами про многодетные семьи, да, мы все прекрасно знаем, что многодетным семьям положен земельный участок. Точно так же вчера мне было интересно, я опросила ряд многодетных семей. Вот пример одной из семей, у них 4 детишек. В очередь на земельный участок они встали в 2012 году. Свой земельный участок они получили в 2025 году. У них все дети уже фактически выросли за это время. И причем мама говорит, я съездила, посмотрела этот земельный участок, я на нем еще не была, проехать до конца не смогла, издалека посмотрела, больше пока ничего сделать не могу, потому что я туда даже подъехать не могу. И это же тоже про вопрос проработки. То есть не только мало принять на законодательном уровне, нужно довести до результата. И это касается очень-очень многих вопросов, которые могут оказать реальные меры поддержки и действия, результативности. Ну и вы очень активно поддерживаете действительно вот эти вот распространения и мысли о том, что нужна поддержка семьи, и активно участвуете в подготовке к Всероссийскому форуму молодых мам, который состоится, насколько я понимаю, в Москве. Вот уже прошло какое-то мероприятие, насколько я понимаю, здесь у нас в Республике Башкортостан. Может быть, какие-то вопросы обсудили, которые стоит поднять именно на всероссийском уровне? Смотрите, на самом деле я скажу немножко про формат, чтобы было понимание, что это. Да? То есть вот я как раз говорю о том, что важно не только принять законопроект, а важно понять, как он действует, и довести его до реализации. Сейчас, в течение вот этого месяца, на уровне всех регионов проведены региональные форумы. Для чего? Для того, чтобы выявить проблематику в каждом регионе и посмотреть, где что как действует и что беспокоит людей и население. Далее мы собираемся, получается, это будет форум, пройдет 14 марта в Москве. И уже на федеральном уровне мы обсудим и поделимся, то есть это уже такой некий срез от того, что есть на самом деле на территории всей России. Потому что в каждом регионе это разные проблемы. Есть региональные меры поддержки, которые очень существенно меняют ситуацию. Допустим, посмотрите, в Пермском крае имеется субсидия на жилье, и она существенно влияет на рождаемость.
Мы, к сожалению, на сегодняшний день Башкирия снизилась по коэффициенту рождаемости. И это говорит о том, что нам нужно сейчас более активно и внимательно уделять внимание тому, а что нужно сделать для того, чтобы все-таки наша рождаемость, она росла. Какие предложения есть от вашей партии в этом плане? От нашей партии мы неоднократно уже говорили и озвучивали, да, то есть в любом случае необходимо решать жилищный вопрос. То есть жилищный вопрос, он всегда стоит номер один в вопросе рождаемости. Компенсация оплаты жилья, либо, возможно, то есть при рождении ребенка выплата какая-то субсидированная на покупку жилья. В зависимости от количества детей она должна меняться. И это будет существенно влиять. Потом мы говорим о том, что молодые семьи должны рожать, да, то есть студенческие, в годы студенчества точно так же. Но как, где они должны жить, где они должны воспитывать ребенка. То есть, соответственно, вот эти вопросы нужно очень детально прорабатывать. Каким образом молодая мамочка сможет закончить и получить образование, где молодые родители смогут жить и как они смогут, на что. Посмотрите, пожалуйста, что у нас происходит, допустим, с теми же самыми декретными пособиями. Да? То есть еще совсем недавно, буквально с 1,5 до 3 лет, декретное пособие составляло 50 рублей. Но, слава богу, сейчас эту цифру убрали. Но ее убрали вообще в принципе, да? И заменили единовременным пособием ежемесячным. Но оно опять упирается в фактор нуждаемости. И вот этот фактор нуждаемости, он очень сильно мешает. То есть мы фактически ставим многодетность равно нуждаемые, равно бедные. Это неправильно, это неправильная пропаганда. И таким образом мы в том числе, к чему мы толкаем молодые семьи? К тому, что браки не регистрируются. То есть люди же начинают пытаться обходить те меры, которые имеются. А, соответственно, мама, которая с ребенком на руках, она становится незащищенной в случае той или иной ситуации. А посмотрите, сколько сейчас мужчин уходит на СВО, не дай бог погибает. А если брак их не был зарегистрирован, то ей ничего не полагается. Это же тоже очень важно и проблемно. Давайте посмотрим с точки зрения семейной ипотеки, которая сейчас это замечательная мера, и она на самом деле очень многим людям помогла решить жилищный вопрос. Но если мы посмотрим на эту проблему и на эту ситуацию, на эту меру чуть-чуть шире, то что мы увидим? Что на этой мере наживаются застройщики, можно и так сказать. Почему? Потому что то жилье, которое подпадает под семейную ипотеку, оно стоит процентов на 30 дороже, чем вторичное жилье или то, которое не подпадает. Почему? Так же тоже не должно быть. То есть таким образом все равно эта разница ложится в конечном итоге на плечи той семьи, которая выплачивает эту ипотеку. Она пусть за меньший процент, но возьмет сумму больше. И это как раз про реализацию на местах, про то, что мало дать законопроект, и его нужно довести логическими рамками до исполнения. Екатерина Викторовна, тема действительно очень актуальна, очень интересна. Обязательно продолжим ее обсуждать в наших следующих интервью. Спасибо, что нашли время, пришли и ответили на наши вопросы. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.